В столице страны в эти дни во второй раз проходят Дни Дальнего Востока. В этом году программа фестиваля ориентирована на молодых людей. Якутии принимают участие в дальневосточной ярмарке, также представят туристские продукты республики на выставке в экспоцентре и участвует в деловой части фестиваля. Все понимаем, что Якутия самый крупный регион Российской Федерации, в том числе и Дальневосточного федерального округа. И, конечно, здесь есть огромный простор для тех, кто хочет приложить свои знания, свой потенциал. Тем более, что буквально в эти дни большая делегация Республики Саха-Якутия во главе с Алексеем Сергеевичем Николаевым находится в Японии. И Япония очень сильно заинтересована в инвестициях на Дальнем Востоке. И нам приятно, что они обратили взор и на нашу республику. Первые инвестиционные проекты уже начали работать. То есть все это показывает, что наша республика находится не только в тренде, но и в авангарде развития Дальнего Востока. Дальний Восток – место особенное не только своей уникальной природой, но и теми экономическими условиями, которые он представляет. Сегодня региону уделяется пристальное внимание со стороны руководства страны. И очень важно, чтобы молодежь узнала о регионе больше. В рамках Дней Дальнего Востока в Москве пройдут широкомасштабные обсуждения и презентации всего потенциала дальневосточных регионов. И мы очень надеемся, что особенно молодая часть России обратит внимание. И тем более сейчас очень хорошо пошло движение по дальневосточным гектарам. Предприниматели уже поняли привлекательность этого проекта. На дальневосточных гектарах начинает развиваться различного рода производства. В прошлом году мероприятие деловой программы Дней Дальнего Востока в Москве и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек. Наталья Колесова, Александр Слепцов. Новый день.